Мусор от россиян, как абхазский протест против туристов, ударил по собственной экономике. То, что начиналось как попытка отстоять достоинство республики, может обернуться тяжелым ударом по ее ключевой отрасли – туризму. В Абхазии вспыхнул резонансный конфликт с российскими туристами. Поводом стала волна возмущения поведением гостей, сопровождаемая публичными обвинениями и эмоциональными высказываниями. Но вместо поддержки местные жители столкнулись с массовой волной негодования и начали терять тех, кто приносил им основной доход. Скандал начал развиваться после неоднозначного высказывания чиновницы из Министерства туризма республики. Кристина Лакербая в интервью высказала мнение, что туристы, приезжающие на отдых без значительных трат, республике не нужны. Ее возмущение вызвали дешевые продуктовые предпочтения приезжих, желание сэкономить и отказ от покупки местных товаров. После скандала чиновницу уволили, но последствия ее слов только начинали набирать обороты. Это заявление стало громом среди ясного неба. Мы разберем эту тему подробно, но сначала небольшая просьба. Поддержите наш канал, подпишитесь, поставьте лайк и обязательно напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите. Многие в республике восприняли критику Лакербая как сигнал к действию. В соцсетях стали появляться видео, где местные жители обрушиваются с претензиями на российских туристов. Одним из таких видео стало обращение работника одного из пансионатов в Пицунде. Мужчина держал в руках пустую упаковку лапши, пластиковые бутылки и утверждал, что подобный мусор ежедневно оставляют отдыхающие из России. Он с горечью говорил, что каждый день убирает пляжи, на которых, по его словам, после туристов остаются только бутылки, пакеты и пластиковая упаковка. Его видео набрало популярность и вызвало ожесточенные споры. Но реакция интернет-пользователей оказалась далеко не сочувственной. Многие упрекнули автора видео в голословных обобщениях. Пользователи спрашивали, каким образом он определил, что мусор оставлен именно россиянами, и почему в кадре лишь пара бутылок и один пустой контейнер. Особое внимание было уделено вопросу организации. Почему отсутствуют контейнеры для мусора на пляже, где уборка, где сервис, за который туристы и платят? Некоторые напоминали, вместо того, чтобы обвинять, начните с себя. Поставьте урны, организуйте уборку, и проблема исчезнет. На этом конфронтация не остановилась. В республике заговорили о традиционных нормах поведения, которые якобы нарушают российские туристы. В частности, стали предъявлять претензии по поводу внешнего вида отдыхающих, появляющихся в городских зонах в пляжной одежде. Такие замечания вызвали недоумение. Многие туристы, бывавшие в Абхазии не один год, уверяют, ранее такие ограничения не поднимались. А теперь, когда разгорелся конфликт, в республике решили вдруг вспомнить о моральных нормах и культурных кодах, которые раньше никого не беспокоили. Эксперты отмечают, более 90% туристов, приезжающих в Абхазию, граждане России. Отрасль туризма составляет львиную долю экономики республики, а бюджет многих семей напрямую зависит от приезжих. В разгар сезона именно россияне заполняют отели, снимают комнаты, посещают рынки, кафе, покупают вино, мед и фрукты. Тем не менее, после волны обвинений, туристы начали массово отказываться от поездок. Отменяются бронирования, на туристических форумах растут призывы бойкотировать отдых в регионе. Люди не хотят ехать туда, где их воспринимают как помеху, где осуждают за уровень дохода и обвиняют в разрушении экологии. Местный бизнес бьет тревогу. Владельцы гостевых домов, частные предприниматели и мелкие продавцы в панике, ведь именно туристы эконом-сегмента, приезжающие на личных авто или автобусах, приносят им выручку. Те, кого чиновники назвали нежелательными, это те, кто не выбирает дорогие отели и все включено, но тратит деньги постепенно, на еду, на экскурсии, на мелкие покупки. Потеря этой аудитории ставит под угрозу существование тысяч малых предпринимателей по всей республике.
Чисто станет, но за счет пустоты. Критика в адрес российских туристов, как ни парадоксально, может привести к тому, что пляжи действительно станут чище. Но не потому, что все внезапно стали сознательнее, а потому, что туристов станет просто меньше. Между тем, упреки по поводу мусора в адрес приезжих далеко не единственная и не самая правдивая сторона медали. Туристы годами делятся фотографиями и описаниями засоренных пляжей, заброшенных зон отдыха, свалок и мусорных куч на побережье, и все это вне зависимости от сезона. Мы были в Гагре в мае, до начала массового сезона. На пляже куча мусора, ржавое железо, битые бутылки, пакеты. Откуда, если туристов почти нет? Рассказывает путешественник из Подмосковья. Это указывает на системную проблему. Отсутствует регулярная уборка, нет инфраструктуры, не выстроен механизм ответственности за чистоту. Туризм – это замкнутая система. Чтобы турист был готов тратить деньги, он должен получить достойное обслуживание. Но качественный сервис требует вложений. А средства на развитие курортов чаще всего как раз и поступают от того самого бюджетного туриста, которого теперь обвиняют в нищете. Эксперты подчеркивают, богатый турист – это не тот, у кого просто больше денег. Это тот, кто видит, за что платит. И когда за приличную сумму он получает грубость, мусор и отсутствие инфраструктуры, он уезжает в другое место. Абхазские власти, понимая, что ситуация вышла из-под контроля, поспешили уволить Кристину Лакербаю и выступили с официальными извинениями. Но проблема уже не в одной чиновнице. Волну негатива спровоцировало поведение целого ряда местных жителей и бизнесов, высказывавших агрессию в адрес своих же клиентов. Осадок остался. В сознании многих россиян прочно закрепилось ощущение, что в Абхазии их больше не ждут. А потому они начинают планировать отдых в других странах или на российских курортах. Многие туристические операторы уже зафиксировали волну отмен. Бронирования срываются, интерес к направлению падает, отзывы становятся все более критичными. И это не политическая реакция, это потребительское поведение, вызванное недоверием и обидой. Частный бизнес, ранее процветавший благодаря потоку недорогих туристов, теперь несет убытки. Для многих это может стать фатальным. Без экономических гостей выживут разве что несколько отелей на первой линии. Ситуация в Абхазии демонстрирует важный урок. Турист – это не помеха и не мусорный источник. Это клиент. И отношение к нему определяет, получит ли регион развитие или останется в нищете. Конкуренция в туристической сфере огромна. Если не предложить человеку комфорт, вежливость и качество, он уйдет к тем, кто это делает. Неважно, сколько стоит номер. Важно, что стоит за этими деньгами. Попытка воспитать туристов обернулась для Абхазии разрушением имиджа. Ведь вместо того, чтобы работать с замечаниями и улучшать сервис, власти и жители вступили в открытую конфронтацию с теми, кто поддерживает их экономику. Итог печален. Пляжи могут и опустеть, но вместе с ними опустеют кассы, кафе, рынки и гостиницы. Те, кто хотел наказать дешевых гостей, наказывают в итоге сами себя. Путин обозначил курс по Абхазии, но не навсегда. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который фактически зафиксировал текущую политику Москвы в отношении Абхазии и Южной Осетии. В соответствии с документом, до 1 августа 2028 года граждане этих республик смогут получать российские внутренние паспорта на своих территориях. Указ вступил в силу и вызывает активные обсуждения, что за ним стоит и почему установлен конкретный срок действия. О чем сигнал? На первый взгляд, это лишь гуманитарная мера, позволяющая упростить бюрократические процедуры для жителей дружественных территорий. Однако на деле это политический шаг. Россия дает понять, Абхазия и Южная Осетия воспринимаются как часть единого пространства, пусть даже без официального включения в состав Федерации. Такой подход позволяет сохранять стратегическое влияние без открытого конфликта с международными правовыми нормами.
Срок в 2028 год не случайен. Это может быть как технический лимит, необходимый для правовой адаптации, так и элемент политической гибкости. Кремль оставляет себе возможность пересмотра формата взаимодействия в зависимости от внешнеполитической ситуации. Комментируя ситуацию, политолог Вадим Сипров в беседе с Царьградом подчеркнул: России нужно не просто экономить, а иначе подходить к вопросу зарубежных затрат. Речь не о слепом урезании помощи, а о стратегическом анализе, кто из бывших советских республик действительно остается союзником, а кто просто потребителем ресурсов. По мнению эксперта, список настоящих партнеров на пространстве бывшего СССР сегодня минимален. Это Беларусь, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Именно эти территории продолжают координировать свои интересы с Москвой в политике, обороне и экономике. Вложенные в них ресурсы не потрачены впустую. Белоруссия обеспечивает промышленное и военное сотрудничество, а Абхазия – массовый туристический поток из России. Прочие республики все еще на иждивении? В то же время остальные страны СНГ, по словам Сипрова, продолжают использовать Москву как источник выгод, не предлагая взамен ни реальной поддержки, ни политической лояльности. Модель, когда РСФСР кормила союзные республики, похоже, сохраняется и по сей день. За последние 2 десятилетия, как утверждают аналитики, Россия вложила не менее $600 миллиардов в страны постсоветского пространства. Эта сумма включает как прямые трансферты, так и списание долгов, льготы на энергоресурсы, кредиты и другие формы помощи. Дополнительно работали ведомственные программы в сфере вооружений, образования и технологий. Тем не менее, даже при таком объеме поддержки, ответной благодарности Россия зачастую не получает. Напротив, усиливаются антироссийские риторики, усиливается сотрудничество с НАТО, вводятся ограничения для русского языка и культуры. Все это вызывает справедливые вопросы внутри самой РФ. Зачем и для кого эти инвестиции? Особую обеспокоенность вызывает вопрос массовой трудовой миграции из Центральной Азии. На сегодняшний день миллионы граждан Таджикистана, Киргизии и Узбекистана работают в России и переводят домой значительные объемы средств. Это ключевая часть ВВП этих стран. В некоторых случаях до 10% экономик этих государств зависит от денежных переводов, поступающих из России. Но взамен Москва получает не выгоду, а нагрузку. Образовательная, медицинская и социальная системы перегружены, уровень преступности в ряде регионов возрастает. Более того, сами миграционные процессы часто оказываются поддержаны международными организациями, от Всемирного банка до USAID и IM, чей интерес заключается в снижении бедности в Азии, но за счет ресурсов России. Примечательно, что в некоторых республиках уже открыто требуют, чтобы работающие в РФ мигранты отчисляли часть доходов в их национальные фонды, то есть дефис РФ выступает и в роли работодателя, и в роли донора. Указ президента по Абхазии и Южной Осетии не только юридическая норма, но и геополитическое заявление. Россия показывает, что готова инвестировать только в тех, кто демонстрирует лояльность и реальную кооперацию. Период безусловной помощи уходит в прошлое. Теперь приоритет отдается узкому кругу союзников, с которыми есть взаимная выгода. На этом фоне очевидно, курс на оптимизацию – это не отказ от внешней политики, а переход к точечному и прагматичному взаимодействию. Поддерживать будут тех, кто действительно рядом, а не тех, кто просто пользуется ресурсами под прикрытием исторической дружбы. Когда страна, живущая в основном за счет туризма, начинает унижать и оскорблять своих главных гостей, это не просто странно, это откровенное безумие. Именно такую политику, осознанно или в порыве эмоций, сегодня демонстрирует Абхазия. Вместо того, чтобы благодарить российских туристов за то, что те десятилетиями наполняли ее побережье жизнью и деньгами, там открыто называют их нищими, хамами и свиньями. А ведь именно эти свиньи
по их же выражению, и удерживали республику от возвращения в полную разруху и бедность. Скандал, вспыхнувший после слов чиновницы Министерства туризма Кристины Лакербае, был не случайным казусом, а симптомом глубокой неблагодарности и слепоты. Вместо того, чтобы признать значимость туристов из России, в Абхазии решили пойти в нападение. Местные жители начали массово снимать видео, выкладывать фотографии упаковок от лапши и пластиковых бутылок, доказывая, что пляжи, мол, захламлены исключительно русскими отдыхающими. И пошли обвинения, мол, туристы бедные, едят доширак, не уважают местные традиции, мусорят и ведут себя как свиньи. Это не просто хамство, это выстрел себе в ногу. Россияне – не просто один из туристических потоков. Это 95% всего туризма Абхазии. Это миллионы рублей, ежедневно оставляемые в гостевых домах, на рынках, в кафе и частных мини-гостиницах. Это основа экономики и единственный работающий канал поступления денег извне. Это питание для семей, для пенсионеров, для владельцев лодок, торговцев фруктами, владельцев автостоянок, экскурсоводов и таксистов. Когда из уст местных жителей звучит «не нужны нам такие туристы за 300 рублей», это звучит как приговор собственной экономике. Потому что если эти 300-рублевые отдыхающие развернутся и уедут в Турцию, в Сочи или на Алтай, в Абхазии не останется ничего. Что будет, если русские уедут? Исход туристов из России не будет гипотетическим сценарием, он уже начался. Люди отменяют брони, обсуждают бойкот и голосуют рублем. И вот тут начинается самое страшное. Пляжи, о которых так громко говорили, станут действительно чистыми. Но не потому, что жители станут убирать мусор, а потому, что на этих пляжах просто больше никого не будет. И со временем на них действительно могут начать пасти коров, как это уже было в 90-х. Туристический кластер, не способный выжить без гостей, начнет вымирать. Местные кафе закроются, рынки опустеют, гостевые дома перестанут приносить доход. Молодежь снова уедет, кто в Россию, кто в Грузию, кто куда. Те, кто останется, будут продавать ту же кукурузу у дороги, только не туристам, а друг другу. А что самое ироничное, мусор все равно останется. Потому что свалки, отсутствие утилизации и инфраструктуры – это не проблема гостей, это проблема системы, и она не решится исчезновением туристов. Когда у человека нет ничего, кроме природы, и он начинает гнать тех, кто готов платить за возможность ее увидеть, это глупость, граничащая с саморазрушением. Русские туристы, которых в Абхазии сейчас пытаются воспитывать, это те, кто годами ездил туда, несмотря на дикий сервис, отсутствие медицины, частые перебои с электричеством и воду, которую приходилось пить из пластиковых баков. Это те, кто, несмотря на все неудобства, все равно возвращался, за морем, за фруктами, за чувством свободы. И именно этих людей сейчас назвали нежелательными, грязными, нищими. Каков итог? Если кто-то в Абхазии считает, что поток состоятельных туристов из других стран хлынет на смену россиянам, это самообман. Ни европейцы, ни китайцы, ни американцы не поедут туда, где нет стабильной медицинской помощи, банкоматов, аптек и даже туалетов на пляжах. Где можно поесть шашлык, но нельзя расплатиться картой. Где обслуживание зачастую оставляет желать лучшего, а уровень сервиса ниже среднего. Без россиян республика не просто не получит лучших туристов, она потеряет последних, кто был готов мириться с бытовыми неудобствами ради моря и природы. Россия была и остается единственным окном для Абхазии в большой мир. Торговля, дотации, безопасность, туризм, транспортное сообщение – все это зависит от доброй воли Москвы и простых россиян, которые годами выбирали эту республику вместо Сочи или Крыма. Именно благодаря этим людям в Абхазии появились хоть какие-то рабочие места, новые мини-гостиницы, доходы, налоги. Но теперь, назвав этих людей свиньями, местные патриоты рискуют не просто потерять деньги, они могут потерять страну как работающую систему.
Рынок не прощает высокомерия. Русский турист сегодня – это не обязательно человек с миллионами в кармане. Это человек, который выбирает сердцем, ностальгией, личными предпочтениями. Но даже у самого терпеливого гостя есть предел. И когда вместо улыбки его встречают агрессией, вместо благодарности, обвинением, а вместо сервиса, морализаторством, он разворачивается и уходит. И никто уже не вернется, когда вы снова поставите указатели на пляжах и напишите «Добро пожаловать». Потому что никто не любит быть нежеланным гостем. А кто останется? Если русские окончательно перестанут ездить в Абхазию, остается задать только один вопрос. А кто останется? Грузины не приедут, армяне не поедут, европейцы вряд ли выберут это направление. Даже внутренний туризм не спасет ситуацию. А значит, останется только ветер в горах, пустые пляжи и горькое сожаление о том, как легко можно было все сохранить, если бы было чуть больше уважения к тем, кто кормил.